смотрите, вот этими выкладывайте. Да. К празднику снежных фонарей семья Хаяровых подготовилась основательно. Все тепло одеты и обуты, в руках свечи и пульверизатор с водой. Создание зимнего фонаря – дело несложное. Снег смачивают с водой и создают фигуру. Сделаем фонарик, такой, из снега. Внутри будет свечка, он будет красиво так светиться. Интересно, тут пока мы шли от парковки, было очень красиво, везде тут лес. Красиво очень. Во-первых, это объединение семьи, объединение друзей. Второе, это вот то, что можно узнать много интересного о других народах, об их традициях. Не бойтесь мороза, выходите на улицу и наслаждайтесь морозом. Лепить фонари интересно всем, и детям, и взрослым. Айгуль Хакимова пришла на праздник с коллегами. Захотелось выбраться из городской суеты и сблизиться с природой. Мы решили просто свой выходной день на свежем воздухе провести. И вот просто случайным образом попали сюда, и нам очень понравилось. Как-то окунулись в детство, подняли себе настроение. Берег Казанки засверкал. Его украсили 25 снежных конструкций, абсолютно не похожих друг на друга. На создание самой простой фигуры нужно примерно 5 минут. Дальше дело фантазии. Фонарь можно укрепить, изменить или украсить узорами. Первое, что пришло в голову, когда я делала фонарик, добавить туда что-то свое, немного своей индивидуальности. И пришла идея сделать такие окошечки. Традиция создания снежных фонарей пришла к нам из Скандинавии. В нее заложен особый смысл. Фонарь символизирует хрупкость природы, где любое неверное движение может привести к потерям. От любого ветерка может погаснуть огонек. Устойчивость экосистемы, которая необходима для того, чтобы люди могли жить в приемлемых условиях. Обычный обыватель не понимает этого, но наши экскурсии, наши лекции помогают людям понять, что в нашем мире многое взаимосвязано, и особенно в городе эта ситуация еще более хрупкая. Для желающих слепить из снега такой же фонарь еще один праздник пройдет 22 января в Дербышках. Сирина Сахапова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.